Уникальное видео. Задержанный участник бандподполья показывает сотрудникам ФСБ, как он с подельниками оборудовал схрон посреди центрального кладбища села Икажево. Ничего святого, зато много оружия. Пластид, гранаты, выстрелы к РПГ и к подствольнику и даже авиабомба, которую боевики хотели использовать в качестве фугаса. Взрывотехникам у ФСБ пришлось повозиться, чтобы вывести и обезвредить ее за пределами села. Еще один схрон, на этот раз без особых хитростей, в лесу. Зато какой ассортимент. Автоматы, гранатометы, ручной пулемет, 3000 патронов и, конечно, взрывчатка и гранаты. Этот богатый арсенал в ожидании будущих терактов аккуратно закопали в ингушскую землю участники так называемой Икажевской бандгруппы. Всего таких схронов было 9, но, к счастью, в ход это оружие так и не пошло. В 2016-м часть боевиков, оказавшая при аресте вооруженное сопротивление, была уничтожена, остальные сегодня заслушали приговор в городском суде Назрани. На скамье подсудимых 5, в большинстве молодые парни. Исключение Амирхан Сапаралиев, бывший старший сержант патрульно-постовой службы. Он не только прятал оружие, но и мог указать фамилии и адреса действующих сотрудников ингушской полиции, для покушения на которых боевики и складировали в схронах патроны и взрывчатку. Структурно икажевская бандгруппа входила в печально известный вилаят Галгайча, а на верность присягала запрещенному в России ИГИЛ. Можно только гадать, сколько крови законспирированная ячейка исламского государства могла бы пролить, обладая такими запасами оружия, если бы не была вовремя обезврежена. Так, пожалуйста, Гаги Умар Асхабович, встаньте. Вам предоставляется последнее слово. По итогам слушания прокуратура республики намерена обжаловать решение суда. Ведь, учитывая количество изъятого оружия и прочие обстоятельства дела, его можно смело назвать мягким. Один участник бандподполья получил 9 лет лишения свободы, остальные от 4 до 2,5 в колонии общего режима. А Ингушетия за эти годы прирастет десятками новых многоэтажек, школ, домов культуры и детских садов, в которых вырастет новое поколение жителей республики. Поколение, воспитанное в духе мира и созидания. Алексей Ковтун, Новости 24.